В конце 80-х годов в сознании прогрессивной части интеллигенции гагаузского народа возникла идея создания гагаузской автономии. Активисты того времени вспоминают: мы все вместе старались достичь одной цели – добиться всеобщего всемирного признания и оповестить миру о том, что есть такой гагаузский народ. Тогда другая цель была у нас. Главное, что дать всему миру о нашем народе, что есть такой народ, что он тоже имеет такое же международное право, как и все народы мира. Он тоже обладает со всеми этими правовыми, будем говорить, аспектами. И, конечно, цель была, чтобы действительно дать национальные идеи развития. Это развитие родного языка, развитие национальной культуры и, естественно, экономическое развитие региона, будем так говорить, своей государственности. Действующий председатель Народного собрания Гагаузии Анна Харламенко отметила, что все те цели, которые были поставлены изначально при становлении гагаузской автономии, можно достичь в случае единства обеих ветвей власти. Единство нашего народа и победы, торжества нашей национальной идеи. Этого можно достичь, если будет в единстве работать все власти, все структуры Гагаузии. У нас в последнее время «Лебедь, рак да щука» была очень звучно и очень мешала работе. Вот этого надо избежать и возродить гордость. Я очень хочу и обращалась с этой просьбой в различные международные организации, к Турецкой республике, чтобы у нас было очень как можно больше флагов на улице наших, чтобы у нас было как можно больше плакатов, вывесок, говорящих о том, что это Гагаузия наша родина, что мы любим Гагаузию, чтобы у нас на телевидении были документальные фильмы о Гагаузии, чтобы у нас выпускалось очень много книг о Гагаузии. Сегодня практически нечего подарить нашим друзьям, гостям, которые приезжают. Буклетов о Гагаузии как можно было больше. На вопрос, какие изменения хотелось бы внести, чтобы Гагаузия действительно развивалась и процветала, Иван Бургуджи, который внес огромный вклад в становление Гагаузской республики, ответил: давно назрела необходимость четкого разделения власти между центральными и гагаузскими властями. В принципе, у нас этот пакет документов готов был еще тогда, когда Башканом был крайтор. У нас работала целая комиссия, и мы тогда подготовили разделение полномочий между Республикой Молдова и Гагаузией. То есть есть круг вопросов, которые может решать только центральная власть. Круг вопросов, которые может решать только Гагаузия, центральная власть не вмешивается, круг вопросов, которые решаются совместными усилиями центральных властей Республики Молдова и Гагаузии. Это есть. Потому что так, как сейчас мы живем, у нас получается, что центральные органы власти в управлении Республики Молдова нас считают, как будто это мы обыкновенный район. Обыкновенный простой район. Но это не так. Мы государство в государстве. Это все должны понимать. Как бы там ни было, люди, проживающие в столице, дают однозначный ответ по поводу того, нужна ли была нам автономия. Я лично очень рад, что в 90-х годах образовалось автономное территориальное образование Гагаузия. И мы смогли выразить, показать всему миру, что есть такая нация, как Гагаузия, и есть такие люди, как гагаузы. И лично я, например, против, если эта автономия распадется. Я рада, что живу в Гагаузии, что она образовалась, что действительно люди вложили свой вклад в это образование. Очень многие пострадали в этом. Ну, я думаю, что народ доволен. Я очень рада, что мы живем в гагаузской автономии. Я очень рада, что у нас есть свой родной язык. И, наверное, нужно сказать спасибо тем людям, которые 22 года назад постарались, стояли горой за то, чтобы образовать такую гагаузскую дружную республику.